Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. У нас в республике существует региональный комитет семей воинов Отечества. Это общественная организация, о существовании которой наверняка знают немногие. Непростые, порой трагичные события последних лет в нашей стране объединяют людей, помогают поддерживать друг друга. И одна из таких неравнодушных и сильных духом людей, которые не сломили удары судьбы, потеря юного сына. Гостья нашей студии Альбина Винокурова, член регионального комитета семей воинов Отечества, депутат муниципального района Нижнеколымский район, начальник управления культуры муниципального района Нижнеколымский район. Альбина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Расскажите о работе регионального комитета воинов Отечества, какие задачи комитет решает. Ну, наша специфика работы расширена глобально, потому что мы входим в положение каждой семьи, в положение каждого бойца. И я хочу поблагодарить наше правительство, которое поддержало создание данного комитета. И те наши некоммерческие организации, общественные движения, которые помогают решать социальные, психологические, все проблемы, касающиеся поддержки наших семей военнообязанных. Именно военнообязанных, военнослужащих, потому что на данный момент мы понимаем, что мы не должны делить данные критерии, будь это военнослужащий, мобилизованный, контрактник или доброволец. Какое событие в вашей жизни свело вас с членами комитета семей воинов Отечества? Можете рассказать? Ну, вообще мы знаем, что я сама из Нижнеколымского района, как представили, и наш Нижнеколымский район тесно связан с данной тематикой буквально с 2014 года. И с 2014 года мы сопереживали события, которые происходили на Украине вместе со стороны России. И, конечно же, буквально, когда началась специальная военная операция, мой сын проходил военную службу срочную, и в феврале месяце он изъявил желание исполнить долг перед Родиной, защитить жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. И вот так я вошла в комитет. Расскажите о своей семье, как вы и ваши близкие справляетесь с бедой, которая случилась? Ну, было сложно, но благодаря поддержке именно жителей республики, вообще в общем всех наших жителей Российской Федерации, мы преодолеваем данную потерю, потому что юный возраст, да, то есть жизнь должна была только начинаться, но вот такое событие случилось. И благодаря данной поддержке просто собираешься по крупинкам и понимаешь, что мой сын, наши сыновья, наши воины погибли за людей, за интересы Российской Федерации. И мы, как мамочки, как жены, не имеем права делать шаг назад, а двигаться только вперед. Поэтому мы с семьей полностью друг друга поддерживаем. То есть даже у меня супруг наладил Wi-Fi точку для того, чтобы я 24/7 была на связи со своими соратниками, со своими членами комитета семей воинов Отечества для решения проблем наших бойцов. Расскажите о своем сыне, каким он был и о чем мечтал. Ну, я хочу сказать, что мой Александр был уникальным человечком. С юности показывал спортивные достижения. Увлекался он борьбой, хапсагаем, народными нашими играми. В 2018 году он был участником «Елки» нашего главы Республики Саха-Якутия. Был студентом Арктического колледжа народов Севера. Директор у нас Елена Егоровна Антипина. Желал, с детства работал, помогал. И, знаете, в нем было именно то качество, я думаю, что я пожелаю каждому родителю таких сыновей, таких детей. У него было качество уважения к старшему поколению. Он очень обожал свою бабушку, своих дедушек, бабушек, тетушек. То есть он помогал семье. Он был надежная опора и помощник в хозяйстве, в быту. И благодаря ему, благодаря его друзьям, ребяткам нашего поселка Черский, ребятки делали пешеходные переходы. Это все было, на общественных началах, чисто от
сердца, без корысти. Ну и что хочу сказать, когда ребенок принял решение, ну не ребенок, уже скажу, что воин, мужчина позвонил мне в феврале и сказал: мам, это все серьезно, или мы, или нас, и я должен принять решение пойти защищать интересы, это дорогого стоит. Ну, как бы для мамы, конечно, это больно, но Вы ты думаешь, поддержали, да, вот какого вы сына, вот наши вот женщины воспитывают сыновей, каких сыновей? Где вы черпаете силы, чтобы выдержать такой удар? Ну, буквально после этих событий я продолжала помогать, ну, как бы была в одиночке, а потом случилась мобилизация. И здесь я поняла для себя, сидя там у себя в районе, что я не могу остаться в стороне, просто не могу. Сын бы не простил бы это, потому что он, как говорит, я своих не бросаю. Вот, у нас даже движение такое есть общественное, своих не бросаем. И двигаться вперед мне дает толчок. Это то, что ты видишь радостные глаза тех же бойцов, получаешь звонки и видишь счастливые глаза мам, жен, детей, когда ты вот решаешь поставленные вопросы, это дорогого стоит. А что вам дает сотрудничество с Комитетом воинов Отечества? Чем вы занимаетесь? Ну, в основном занимаемся мы, начиная с социальных вопросов, кончая взаимодействием с органами местного самоуправления, вносим предложения, внесение изменений в законодательство, вносим предложения по поддержке наших семей. Дает очень многое. Во-первых, каждый день что-то новое. Каждый случай, еще раз говорю, каждый случай индивидуальный. Никто же не знал, что такое случится, и не все знали, как с этим жить и как это решать. Но я хочу поблагодарить наше правительство, наше государственное собрание, всех наших общественников, волонтеров в особенности, врачей, медиков, что мы идем на 2-3 шага вперед. Мы идем в правильном направлении. И сейчас наше общество, вот когда ребята звонят и говорят, мы благодарим республику за поддержку, это дорогого стоит, потому что мы даже наладили питание, особое питание по нашей северной кухне. И благодарим тех наших сотрудников сельского хозяйства, которые предоставляют нам продукцию. Есть даже новые технологии. Значит, сейчас на передовую мы наладили поставку сушеного мяса. Ну, конечно, в маленьких пока количествах, но вот пробуем. И мальчики одобрили, сказали, очень хорошо, очень помогает. Вы пришли с букетом цветов, мы видели. Вы были на какой-то встрече? Да, сегодня у нас состоялась очень конструктивная большая встреча с нашим главой республики Айсеном Сергеевичем, где обсуждались поставленные вопросы всех, кончая общественных организаций, кончая ведомств и волонтеров, общественников. И я хочу сказать, что наш глава один из тех глав, который умеет слышать и принимать решения, именно конструктивные решения, помогать и слышать, это большого стоит. То есть и то, что мы сейчас обсудили, я думаю, в ближайшее время воплотится. Я знаю, что в феврале была встреча, да, с Айсеном Сергеевичем, сегодня 7 марта, да, то есть это даже как-то символично, но те вопросы, которые мы решаем, они решаются даже на федеральном уровне, наши предложения. Это дорогого стоит. Угу. А если не секрет, о чем говорили? Ну, в общем, мы говорили о поддержке семей мобилизованных, о налаживании связей, взаимодействия на передовой с бойцами, о подходу решения тех вопросов, связанных с медицинским обслуживанием, социальным обслуживанием, поддержки, сопровождением наших бойцов и семей, членов их семей. А позволяет ли вам комитет знакомиться с новыми людьми? Я хочу сказать, что новые люди, да, это всегда радостно, это всегда открытие. Я благодарна судьбе, что таких людей у нас много. Я даже не удивлена, что нас много. Но большинство знакомы,
Да, мы давно уже работаем по всем вопросам и с членами правительства, и с Государственным собранием. И я благодарю их за работу, то, что они не откладывают вопросы, касающиеся сейчас острой проблемы, да, вопросов, связанные с специальной военной операцией, а решают в кратчайшие сроки по обращениям граждан. Альбина Алексеевна, мы восхищаемся вашим мужеством и силой вашего духа. Благодарим вас за то, что нашли в себе силы рассказать о своем горе и поддержать тех, кто встретился с такой бедой. Поздравляю вас с наступающим Международным женским днем. Я вас тоже, Кристина, поздравляю с наступающим женским днем. И хотелось бы обратиться к нашим жительницам Республики Саха-Якутия, нашим выходцам из Республики Саха-Якутия, которые находятся в других регионах Российской Федерации. Дорогие наши женщины, дорогие наши мамы, бабушки, сестры, дочери, хочу вам пожелать стойкости, терпения. И всегда поражаются нашей якутской культурой, как наши женщины хорошо воспитаны, как они хорошо выглядят. Поэтому желаю вам сиять, благоухать и, конечно же, следить за своим здоровьем. И хочу передать, пользуясь случаем, большую благодарность тем, кто вяжет. Это вообще вяжет носочки, рукавички, шапки, тот, кто шьет, тот, кто готовит еду для наших бойцов. Это все дело наших женщин. И ребята передают о том, что с таким надежным тылом им ничего не страшно. Альбина Алексеевна, спасибо вам за беседу. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.